Мы же не залазим в чужой карман, когда у нас денег не хватает. Это и также и государство. Как говорят, в этом году Татарстану приходится рассчитывать только на себя. В прошлые годы, когда средств не хватало, кредитами мог помочь федеральный центр. Сейчас российская казна, по прогнозам, сама будет дефицитная. Как отмечают, доходы просели из-за пандемии и падения цен на нефть. Так, в минувшем году в Татарстане бюджет принимали при небольшом экономическом росте. Сейчас валовой продукт пошел в минус. По итогам января-августа текущего года валовый внутренний продукт России сократился на 3,6% относительно соответствующего периода прошлого года. Валовый региональный продукт республики за этот же период снизился на 1,7%. Бюджет Татарстана на следующий год закладывают с дефицитом в почти 3 миллиарда рублей. Как отмечают, это максимально сбалансированный вариант. Приоритеты остаются неизменными. Казну на 3/4 хотят сделать социально ориентированной. Как и годом ранее, больше всего средств направляют на образование и здравоохранение. Урезать же собираются расходы на строительство и капремонт. По предварительным оценкам, в 2021 году социально значимые первоочередные расходы составит около 77% от общего объема всех расходов. Социальная ориентированность бюджета предусмотрена. Сегодня от депутатов было много вопросов. На что конкретно потратят эти социальные расходы? Интересовались, не забыта та или иная сфера. Как собираются решать вопросы, что ранее оставались нерешенными? По инфраструктуре земельных участков для многодетных семей. Что будем делать? Суть ответов пока не меняется. Та же самая. Единственное, что могу сказать, сейчас так или иначе есть возможность получить некие средства по программе «Стимул» под строительство жилья. Подана заявка на период до 2024 года. Сами парламентарии также высказывали предложение, как лучше распорядиться финансами. Предлагают направлять средства на поддержку родных языков, бизнеса, молодежи. Не взимать налог на профессиональный доход для самозанятых в 2021 году. Речь идет о незначительной сумме, всего 157 миллионов рублей. Мы все-таки считаем и настаиваем, что основная часть средств должна оставаться в регионах и муниципалитетах. Там, где живут люди, там, где течет жизнь. Почему-то не прозвучало ни у кого. В послании президента Государственному Совету 2021 год назван годом родных языков и согласия. Предусмотреть какое-то возможное финансирование таких мероприятий, чтобы этот год не остался просто озвученный президентом. Более сложный вопрос, где на все пожелания взять деньги. Здесь рассчитывают, что экономика начнет оправляться от последствий пандемии. В минувшие годы Татарстан активно вкладывался в создание новых производств и ждут, что они заработают в полную силу. С доходами должны помочь налоги с физлиц. Вы все, наверное, имущество имеете, скоро платежи по имуществу физических лиц, и они достаточные. Я вот всех заодно и призываю, чтобы мы вовремя оплатили, чтобы поступили деньги в бюджет, чтобы сокращение у нас сократилось. Из опыта прошлых лет ждут, что к принятию бюджета на сессии еще поступит несколько сотен поправок. Казну еще будут обсуждать в профильных комитетах парламента. Рассмотрение же в первом чтении намечено на 29 октября, и уже понятно, что легко этот сложный документ принят не будет. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.